Доброе утро. Время 5:50. И мы проходили узбекскую границу 6 часов. Вот такие вот дороги нас ожидают. В интернете написано, что целых 250 километров. Мы сутки не спали. Что я хотела сказать? В Казахстане я говорила, вот там как будто метеорит там полил на этот самый. Вот посмотрите, и так будет 250 километров. То есть люди едут 20 километров в час. 20. Потому что тут больше просто физически нереально. Через час таких дорог эхо бессонной ночи и непреодолимая усталость начали медленно, но верно склонять нас в сон. Мы просто остановились посреди пустыни и легли спать. Проспали 3 часа, покуда солнце не начало припекать, и продолжили свой путь. Просто едем по пустыне, по бездорожью. Маленько вроде как будто коллега как-то отслеживается, да? Она как будто бы не настоящая. Вот одна из второстепенных дорог. Да, будет уходить туда. Вода. Тоже едет. Это у нас Монголия 2. Такие же 5-полосные дороги. Выбирай любую, едь куда хочешь. Красота. И все эти пути ведут на Бухару. Тут есть основная дорога. О, ничего себе, за ним пылит. Ваш не видно. Ничего себе. Вот есть здесь основная дорога. Она местами асфальтированная, местами разбитая, но в основном разбитая. Сейчас вот гравий пошел. А есть второстепенные дороги. Их вот по всей пустыне они раскиданы. Много-много полосок, много-много дорожек растоптанных. И по ним порой... Почему на солнце справа оказалось, интересно? И по ним порой ехать мягче, чем по вот этим колдобинам, которые на основной дороге. И поэтому вот мы едем то по таким вот за место, то по автобану, как Сережа говорит, как вот фура в основном едет по главной дороге. Жарко. У нас окна все закрыты, потому что там капец как пыльно. Вот наше зеркало, и там видно, сколько за нами пыли остается. Окна замурованы просто, и тут такая духота. Просто по пути мы как раз и в сауне. Мы проехали 100 километров бездорожьем. Я еще боюсь, Сережа, сказать, что нам ехать еще 200. Мы думали, что ехать 250 километров всего. А по итогу, походу, больше. Тут вот деревья появились уже какие-то. Это повеселее. Я говорю, деревья появились, и то повеселее, да? Повеселее. Вот так и ездят все. Пыль. Столько пыли. Все в пыли. Кстати, внутри колес, или не внутри, где-то что-то стучит. Так сильно, это капец. И мы едем так, просто едем. Сережа говорит, что ничего страшного. Ничего страшного, говоришь? Нет, не видно. Он так что-то как будто болтается, короче. Стучит по... Не знаю чему. Это? Вот эта грыжа, да? Стучит, я не знаю, что стучит.
плохим дорогам, что едет и чай попивает. Как будто здесь ровный асфальт. Вот такая дорога пойдет, и сейчас опять ямки размером в корову. И все начнется по новой. Мы еще где-то в пустыне умудрились найти грязь на стеклах дерева. Лужи. Великий шелковый путь, кстати, проходил. Связывал там Мир и Бухару. Я забыла заснять сегодня, кстати, мы ехали по второстепенным дорогам, то есть они проходили где-то вот там. Мы ехали, и большие машины, фуры, ехали по главной дороге, вот здесь, где мы едем, получается. И это очень сильно было похоже на караван в современном исполнении. И также вот, как видите, вдалеке играют миражи. И также вот там поднималось такое испарение, как бы. И вот как показывают в фильмах, верблюды как бы вот вдалеке идут караваны, также сегодня шли фуры. Вот, а еще мы пошутили, что эти дороги есть только на картах Яндекса. На самом деле фактически нет. Каждый второй здесь с холодильником на машине. Здесь очень много холодильников. Итак, продолжаем. Шелковый путь, великий. Едем в город с 3000-летней историей. Город Бухару. Древний город. С прекрасной архитектурой. Кого? По спецмаршруту. По спецмаршруту. Я забыла еще рассказать. Вроде нет, сказала о том, что мы когда заехали, к нам сразу подбежали там девчонки-мальчишки и начали нам предлагать автострахование, симку, там деньги поменять, там все дела. И вот мы сразу у них купили местную валюту, обменяли 5000 рублей и получили за это 650 тысяч сумов. 150 тысяч из них сразу потратили на автострахование на 15 дней. Это минимум, что можно оформить. Ура, говорит, ремонт делают, да? Наконец-то, говорит, будут хорошие дороги. Так постелить здесь. На капот лечь? Так может на Карима. этот постелить? На землю вон? Полежишь на земле. Каремат же есть реально? Я всяких этих боюсь тут звать. Кого? Если ты меня охранять будешь. Отгонять? Мы, кстати, наехали на какую-то кочку. И на втором колесе вот где-то есть, появилась грыжа. Тоже. Теперь у нас... Ой, не с этой же стороны. Показываю, рассказываю же. Поверь, можно же поверить даже. Вот с этой стороны, вот он. Вот. И с этой стороны. А ты сможешь сзади сесть? Да где там сесть? Сзади, говорит, можешь сесть. Вот это вот, что ли? Сзади, говорит, сможешь сесть? Или стульчик достанешь. Вот она, пыль всех дорог. Это вот чистые вещи, кстати. Белые футболочки. Хорошо, что я купила этот вакуумный пакет, который порвался. И что делать? Мы тут остановились опять, потому что у нас не открываются окна с моей стороны, а тут везде пыльно при обгоне. И теперь уже у нас и салон весь пылить стал. Сережа что-то смотрит под капотом.
Вот, и дверь почему-то заедает. Короче, Сережа говорит, что вся электроника это стряслась от таких дорог. Интересно, слышно на камеру, как сверчки сверчат? Протяженность убитой дороги составила 253 километра, и на всем ее протяжении не было ни одной заправки. Мы заехали в местный, или не местный, короче, кафе для дальнобойщиков. Сережа устал у нас, потому что был капец какой тяжелый день. Была тяжелая дорога. Здесь вот кормят. Там дальнобойщики. Я тоже капец как сильно устала, если честно. Вот это вот шурпа, вот это 30 тысяч, это 230 рублей. 15 тысяч это сколько рублей? Это сколько? 230. 230 пополам. 160. Ну, грубо, да. 115. Вот. Чай 6 тысяч. Как-то так. Заправка здесь дорогая. 1500 дали почти за 30 литров. Я, конечно, капец скажу. Здесь лицо помыла, как-то посвежее стало, получше. А там и капец это. Завалялись. Вот это шурпа. Ничего себе, сколько хлеба. Солнышко, посмотри, сколько... Ой, хлеба, говорю, мясо. Что это вообще у нас что такое? Так пусть заварится. Да? Ну, конечно, не наливай. Такая вкусняшка. Какая, нету, да? Сегодня это Узбекистан. Дорогу переходит. Пробку создавая. Коровы, телята. Бычки. Забыла заснять, как покупаем рыбу у мужика. Сам говорит, Узбекистан тутасыз мы деймін? Сами ловите ме деп сұраймын. Оңаламай бұл мені. Узбекистан тутасыз мы деймін? О, пожалуйста, соттанып кетті. Өзім тұтамын. Шынымен, копченый балық. 35 тысяч сум. Демек, 260 теңге шында. Шол шама. Что говоришь? То, что газ воняет. Что там, отломилось что-то? Мы сегодня тут перебираемся. Да, нашли, конечно. Ревизия, короче. Сережа машину делает, этот порядок перевожу этот. Сегодня проехали порядка 400 километров. Но дорога была сложная, и после ужина так расслабила, что мы никуда не поехали. Перед закатом Сережа смотрел машину, я сделала инвентаризацию провизии, и мы, уставшие, улеглись спать под тенями высоких деревьев недалеко от маленького степного поселения Каракалпакской глубинки. Доброе утро. Доброе утро, Дим. Мы тут проснулись. Там, где вчера остановились. Проспали целых 11 часов. И вот сегодня приготовили завтрак. Вот это у нас кофе. Сюда будешь наливать в этом? Это у нас кашка, молочка, конфетки. Короче, все богаты. И сейчас будем выдвигаться в сторону Бухары. Вообще вчера был очень сложный день, сложный. Мы остановились около, не доехав до города Нокис. И просто остановились и легли спать. 8:30 время было. Солнце только закатилось за горизонт, и мы увалились спать. Ночью был ужасный дубак. Я залезла в спальник. И подходил какой-то чувак пьяный. Что-то говорит на узбекском. Сережа говорит, я на русском можно? На русском? Как так, типа? Говорит что-то там. Дом
что ты сегодня вечер, там что-то отдыхал. Ну ладно, давайте, до свидания. До свидания, все. На этом мы разошлись. Наши пути. Токияташ. Токияташ. Ничего себе, как я перевела. А мы решили сегодня помыть машину где-нибудь, потому что она очень пыльная. После вчерашнего нашего трипа по пустыне, по бездорожью. Тут вообще все в пыли было. Я маленько там пыталась что-то там вытирать, протирать там, но это вообще не помогло никак. Все в багажнике, все вещи хорошо, хоть поназасовывала там какие-то из них в коробке. Еда вся была в коробке. Это, наверное, какая-нибудь теплоэлектростанция, гидроэлектростанция. На Амударье, да, скорее всего, да? На Бухару. Сворачиваем. Мойка что-то. Что-то вот это место вообще сильно напоминает Турцию. И вот такие постройки вот, что ли, или то, что все такое объемное, большое. Справа опять пустыня. Такое ощущение, как будто в городах просто это эти, как оазисы такие, растут деревья, там что-то Амурдарья, там все дела. Вон, все, тебе брызгает. Окна моем специально. Брызгает? Да. А вот тут вот что, сухой? Ну там ты уже сама это, сухой прямочка. Что-то мне дворники мешают. Чтобы хорошее было видео. А то вы же пишете, грязные окна, разбитые окна, там что-то еще. Будем сейчас рыбу пробовать, которую вчера купили. За 35 тысяч сом. До Бухары нам еще 511 километров. Вот, дорога длинная. К вечеру приедем в Лаверсе. Надо перекусить. Потихонечку меняется ландшафт, что ли. Специально остановились, чтобы сфотографировать название Учкудук. 3 колодца. 3 колодца. Че, пойдем фоткаться? Сухой, да? Сухой воздух и пустынный. Столько много здесь пустыни, это вообще, конечно. Вот, я думаю, что и раньше шелковый путь был сложным. То есть забирались неделями, месяцами даже, может быть. Вот. И сейчас он не стал легче из-за того, что там появились машины и появились дороги. Потому что дорог нет, по идее. Но сейчас вот с Нукуса до Бухары более-менее все равно хорошие. Особенно по сравнению с тем, что мы проехали вчера. Вообще полный трэш. Тоже, считай, мини-караван. Блин, тут не видно эту машину впереди, она тоже вот с такими же баллонами сверху. Вон. Это реально караван такой. Вот у этой машины только что, представляете, улетел диск. Улетел прямо в небо. Капец! И летит такой, представляешь? И он такой вылез из... Над нами пролетел. Над нами, ну, как птица. И он такой вылез из окна, едет, только смотрит в небо, знаете, такой положил руки в этот... на лоб такой, едет, смотрит такой, остановился сейчас. Капец, как страшно. Конечно, вот тут вот дороги тоже не сказать, что прямо вах, какие хорошие. Они вот они что. Вот оно, какое покрытие. Это да. Беруни. Дебязла.
Сколько розочек! Вот это ничего себешечки! Как пахнет, да? Вообще! До сих пор есть вот этот... Вот Востоком прям пахнет. Вот ничего себе. Вот такие бусики здесь в моде. Но Сережа говорит, что они здесь выпускаются в Узбекистане, поэтому они прям так интересно смотрятся спереди такой бусик. Там люди сидят, они так, как будто в игрушечный автомобиль залезли такие. Они такие большие, кажется. А бусик такой маленький. Автомойка. Вот так и не помыли, кстати, до сих пор машину. Решили, что когда дороги вот такие кильтр-кильтр закончатся, это будет, наверное, в Бухаре. Но это не точно. Как называется канал-то хоть? Не знаю. Какой-то канал? Че ты не помыл даже руки? Вода горячая. И чё? Не подойдет? Я говорю, столько дней идем по пустыне и наконец-то дошли до воды. Да хоть какой-нибудь воды. Охота вообще туда нырнуть, конечно. Блин, залезть бы туда ногой, да? Но, блин, там, наверное, больше грязи будет потом, чем это самое. Человек проезжает около нашей машины. Что интересного надо? Мы сейчас проезжаем поселение с названием Мискин. И вот я обратила внимание, что заборов нету. Хотя ничего себе Мискин, как бедолага, да, Мискин. Нифига тут не Мискин, у них дома-то хорошенькие. Ничего себе, целое здание для кафе, что ли, огромное такое. У меня окошко, кстати, опять не работает. Да как красиво вокруг. Узбекистан вокруг. И опять пустыня начинается, что ли? Не платная ли эта дорога? Ну, возможно, все. О, тенечек. Такие виды транспорта будут перемещаться там на звезды, ну, на другие звездные системы, там. Ну, в нашем, может быть, еще при нашей жизни там Марс посетят, а в будущем-то вообще, считай, будут перемещаться между этими звездными системами настолько быстро, так как раньше, которые люди на верблюдах даже не могли представить, что мы за один день можем такие расстояния преодолеть. И также там еще там 200-300 лет и все, пожалуйста. Там. А потом придет конец света, и все нахрен разрушится, и все начнется заново. Ну, и это... будут перемещаться сначала пешком, потом на лошади, потом на верблюдах. И постепенно придут к тому же выводу, да? Смотровая написана площадка. Куда смотреть непонятно. Амурдарья. Ну, в пустыне, вот если с этой стороны посмотреть, там пустыня, 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 а тут хотя бы какая-то вода есть. Интересно, соленая она, нет? Но тут все равно долина какая-то. Видишь, зелененькая. Все равно зелени поболее. Мы едем и едем. И эта пустыня не заканчивается и не заканчивается. Мы когда выехали, я вообще не поверила, что до Бухары будет прям пустыня-пустыня. Я думала, горы будут какие-нибудь, там деревья, пальмы, там что-нибудь. Вот за окном только вот такие виды. Один ландшафт, один вид, ничего не меняется. Это очень похоже на нашу будничную жизнь. Одинаково все происходит, ничего не меняется. Каждый день похож на один. У нас, конечно, каждый день не похож на один. У нас как будто уже вот сегодня 6-й день путешествия, как будто прошло дней 10 как минимум. Прилетел только? Это что, этот скоробей? Летающий, вон. Видишь?
Вижу. Ничего себе. Ничего себе, какой он большой. Он как вот мой палец. Я тебя боюсь вообще-то, ты меня не съешь? Вот. Офигеть. Ой, он какой-то желтый. Ой! Улетел. Что-то находит, Серега. В пустыне. Что ты нашел опять в пустыне? Как всегда, тут прозрачно. Ну, видишь, вот, прослоилась такая, там прозрачно. Как будто стекло, да? Уф. Вон репсалис растет. Бесконечная пустыня. Вообще. 134 километра осталось до Бухары. 134 еще. Ну, блин, это не 1000, не 1300. Поэтому нормально. Я же забыла рассказать про какую-то штуку, которую мы сорвали в пустыне. Вот все такой цветочек срывали. Но там не цветочек срывали, а там прям растение срывали корни. И мы предполагаем, что это может быть женьшень. А она пахнет немножко так не очень вкусно. Не знаю, но красиво. Решили заправиться газом. Не решили, а у нас газ давно закончился, уже 500... Сколько? 560 километров назад. Точнее, со вчерашней заправки прошло 560 километров. Вот. А у нас газа хватило на 430. Мы вчера заправлялись по 62 тысячи сум, а здесь он стоит 50, что ли. Что-то там. Вон там можно посидеть, наверное. Или там кто-то спит. Ну все. Заправились. За 45, оказывается. А вчера заправлялись за 62. Знаешь, 45 написано. Ничего себе разница. Капец. 200! Та-да! У нас до Бухары осталось 7. До рынка. Построили мы дорогу до рынка, чтобы поменять деньги можно было. Пшеница растет. Мы заезжаем в Бухару. Там дальше где-то. Короче, мы поставили на... Да? Так можно, что ли? Вон девочка красивая. Ну, куда я поставила, да, это рынок. Вон тетка за рулем. Блин, так бибикает, я ж подпрыгиваю. Вот он рынок. Вот он рынок. Да. Так, может, вот сюда тоже, это же тоже рынок с этой стороны, смотри. Нам же без разницы, где поменять. Ставят. Это стоит. Это незаконно, кстати, сейчас считается вроде, да? А? Марказы. Бухара, Марказы, базары. Центральный рынок мы приехали, по ходу дела. Сказали, внутри рынка есть банк, где можно поменять деньги. А еще есть люди, которые сами подходят и предлагают поменять. Сейчас мне что-то там цокают, свистят. Что там они говорят? Это вон основной рынок. Видимо, все покрыто. А здесь, видимо, какие-то павильончики. Как-то мне страшновато здесь ходить одной. Как мне Сережа отправила одну. Непонятно. А здесь прикольно, что? Такой колорит. Я хотела побывать на базаре в Бухаре. Вот, я на базаре. У входа валютчики сидят. Как мне найти этих валютчиков сейчас? Непонятно. Слушай, но все по-русски разговаривают. Я не знаю, почему мы в 16 году приезжали, и люди вообще не разговаривали на русском языке. Научились, видимо, за это время. Меня опять отправили куда-то еще дальше к воротам, еще к третьим воротам. Там, говорят, валютчики сидят. Опять. Ну, прикольно, конечно. Так все чистенько. Надо бы еще найти жилье. Рынок. Подойдите, там меняют ребята.
кого? Где? Меня отправили в какой-то внутрь этого здания, там, говорит, ребята сидят. Что, на этих ребятах написано, что ли? Что, типа, меняю деньги. Я не знаю, сколько уже 5 человек спросила, наверное. 660. Ага. 660. Ага. Мгм. Все, спасибо. А не подскажете, где здесь найти жилье? Ну, переночевать просто. Жилье гостиница, да, отсюда. Такси, спрашиваете, на улице такси есть. Ага, я видела. Я отвезу, это 10 тысяч фунтов стоит, $1. Отвезу, гостиница. А сколько гостиница стоит? Ну, это 300 тысяч, 350. Гостиница, нормально делать. Где-то $10, самый минимальный. $10 где-то. Самый минимальный. Мало, $10-15. А хостел где-то 80 или 100 тысяч. Угу. Все понятно. Ладно, спасибо. Таксиста спрашивают, они отвезут. Они, кстати, подсказали мне про вас. Говорят, подойдете, ребята, здесь тут Да, поменять деньги. Всё, друг друга. Они сами отвезут, где хотите. Ладно. По дешевке хотите или по дороже хотите. Ладно. Они сами отвезут. Все понятно, спасибо. Давайте. Выходим из этого здания. Сейчас главное Сережу найти и деньги не потерять. А то я капец вот поменяла. И курс здесь лучше, чем вот самое. Что это такое интересное? Это же то яблоки сладкие. Офигеть. Так, мне кажется, если я пойду сейчас по улице, я как раз дойду до Сережи. Он остался там делать окно. Тут столько банкоматов, кстати. Стекло же не опускалось. Мы уже один раз скидывали аккумулятор и уже делали электронику, все вот это вот. Я тут подумала. $10, говорит, да? Минимально, типа. $10 это 1000 рублей. Было бы 1000 рублей бы. Можно было бы на пару дней, конечно, здесь остаться. Ну, я не знаю, Сережа, наверное, не говорит. Он любит города и всякие гостиницы. Деньги тратить на гостиницы всякие. Лучше где-нибудь в поле он переночует. Я не знаю, что здесь сделать, конечно, 2 дня. Ну, хотя бы тупо проспаться горизонтально, а потом уже рвануть в Таджикистан. Не знаю, сегодня же какой 6-й день нашего путешествия. Впереди еще сколько дней? Ну, 20, допустим, 20 дней даже. Мне кажется, все у нас получается, все нормально. Просто вот эту усталость хочется смыть и отоспать. Серега, где ты здесь? Что-то до сих пор капот открыт. Привет. Как дела? Блогер-любитель, я вот так и ходила по рынку и даже меняла, прикинь. Смотри, сколько денег поменяла. 660. 5000. Я вот ручки только, ладно, тогда. Почему уже красивая? Купила черешню и дыньку. Будем сегодня вечером кушать. Что, солнышко не работает? Да. Дверь. Кіріп шықтым қонақханаға дегенде. Һәм икесендә 300 мең диләр, демәк ул 2300 күпмедер тәңкә инде безнең сумнарга. Уф, әле берләр ленчә. И бер хостелга барып җиттем. Хостелда 150 мең диләр. Демәк ул 1100 1200 мең шул шама була инде. Хәзер Сережага әйтеп барыйм, анда скромненько гына инде бер душ, бөтен ханыга хостелга бер туалет дигәндә бәдрәф.
бөлмәдә 4 ней бар, карават бар. Шул зато стоянкасы да бар, и тыныч кына урын. Мен дә бу җирләр бөтен сәтегенә мәчет алдында и тыныч кына урын шунда. Я думала, это птички, это что, этот? Светофор так чирикает, что ли? Да, получается, здесь. Он говорит, а где у вас машина стоит? А с кем? Типа, я говорю, с мужем. Че, где тут? Дальше, получается. Ох, ничего себе, какая Прямо, да? мечеть. Да. Да-да-да, прямо. Прикинь, около какой мечети мы с тобой будем. Тут поворот. Да. Вот где хостел написано, видишь? Вот он уже цепочку открыл рядом с этой белой машиной. Вот, большие ворота. Двери у них нет. Хотя она из двери вот так вылезла.